Купальный сезон в Абхазии открылся в середине июня. Вместе с этим на республику обрушились ливни и масштабные селевые потоки. Сразу после этого в море были замечены туши мертвых животных. Жители и гости республики обеспокоены состоянием морской воды. За комментариями мы обратились в санитарно-эпидемиологическую службу. Откуда именно на берег Сухумской бухты принесло мертвых животных, специалисты сказать затрудняются, но подтверждают, что это локальная проблема. Возможно, сказались последствия ливней, которые нанесли огромный урон жителям сразу двух районов республики, когда пострадали дома, хозяйства и скот. Даже сейчас в реках сохраняется высокий уровень воды. В высокой степени вероятности это сельскохозяйственные животные, которые утонули в процессе подъема воды в реках. Все знают, что у нас этот месяц был очень дождливый, что были наводнения локальные, да, локальные сходы селей. И поэтому животные, которые перемещались свободно, вполне могли попасть под такой разлив и, соответственно, утонуть. На берег выбросило 5 поросят и одного теленка. Они были убраны незамедлительно сотрудниками спецавтохозяйства. По словам специалистов, в море туши животных пробыли не более суток. Разложиться не успели, а это значит, опасность распространения вредоносных бактерий минимальна. Зачастую море выбрасывает на берег и более вредоносные вещи, особенно после шторма, утверждает Беляева. Связано это с загрязнением устья рек, в которые человек выбрасывает мусор. На некоторых водоемах даже образовались свалки. Все это течением уносится в море. Поэтому еще раз, в очередной раз обращаюсь к нашим гражданам. Пожалуйста, не засоряйте реки. Берегите реки, берегите море, берегите нашу природу. После шторма вот просто посмотрите, что выбрасывает море. А откуда это попадает? Из рек. И в устьях наших рек, в месте впадения реки в море, мы купаться не рекомендуем. Хотя там обычно и нету таких пляжей, никто особо и не купается, но тем не менее дополнительно просим в устье реки Беследка, допустим, не стоит купаться. Но река Дябша, она выходит на территорию порта, там, в общем-то, купаться не получится. Но тем не менее, вот эти зоны, они у нас самые грязные всегда. Мы берем в устьях рек воду, и мы всегда видим превышение по санитарно-показательной флоре. Превышение очень серьезное. Пробы воды берутся еженедельно, и не только в устьях рек. Специалисты СЭС также проверяют морскую и питьевую воду. Последние исследования до появления животных в море вредоносных бактерий не выявили. Многие также опасаются последствий прорыва дамбы на Каховской ГЭС, ведь Днепр впадает в Черное море. Однако, по словам специалистов, жителям и гостям Абхазии беспокоиться не о чем. Мы прикрыты от устья Днепра Крымским полуостровом. Морские течения в Черном море, там не секрет, вон карту можно открыть, посмотреть, идут так, что направлены не в сторону Абхазии, а в противоположную сторону. То есть в первую очередь это все принесло бы Румынии, Болгарии, Греции, потом Турции, потом Грузии, потом только нам. Что касается качества питьевой воды, то, по словам Аллы Беляевой, ее лучше кипятить. Вода, конечно, имеет свойство быстро очищаться, однако не всегда результаты проб удовлетворительны. Загрязнение происходит в основном в период ремонтных работ на водопроводных сетях. Значит, по поводу все нормально. Иногда бывает и ненормально, когда происходит порыв на водопроводной сети, особенно если пострадала труба достаточно большого диаметра, от 100 мм и далее, то пока воду не отключили, она может загрязняться. Точнее, когда отключили воду, начинают ремонт, да? Либо вырезают кусок трубы, вваривают новый, либо наставят хомут или заваривают, ну там в зависимости от объема повреждения. В процессе этих работ труба же текла, то есть там полно вот этой воды. И вода, смешанная с землей, может попасть в трубу. Избежать этого нереально. Поэтому я
всегда прошу наше население: для питья используйте кипяченую воду. Это надежнее всего. Если вам хочется не кипяченой воды, пожалуйста, у нас в магазинах сейчас продаются в больших бутылях вода наших местных производителей. Она абсолютно нормальна. Анализы этой воды делаются регулярно. Пейте тогда эту воду. Ну, либо, если кто-то транспорт имеет, прочее, может поехать на источники, тоже они нами контролируются, набрать воды оттуда. Последний, вот недавно мы совсем проводили контроль Мерхиульского источника, и там, где у нас люди любят брать воду в Бабушарах по походу на аэропорт. Там тоже мы отбирали воду в этом источнике. Вода нормальная. Можно брать, можно пить. Как утверждают специалисты, если подобные ливни пойдут вновь, то случаи появления в море туш животных могут повториться. Последние результаты проб морской воды будут известны вечером 26 июня. Хотя, по мнению Беляевой, с большой вероятностью ничего опасного обнаружено не будет. Гугу Цавардания, Заур Кварча, Абхазское телевидение.